Если честно, он немного достал. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем таджиков удивили вновь. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, как идет решение приграничного вопроса с Таджикистаном и упомянул о карте 1924 года. В интервью кыргызскому госизданию «Кабар» Садыр Жапаров сообщил, что по приграничному вопросу уже есть сдвиги, но признал, что они продвигаются очень медленно. По его словам, таджикская сторона останавливается на отдельных участках и вносит предложение о том, чтобы пограничные вопросы решали по карте 1924 года. И если учесть интересы обеих стран и оба государства согласятся на новую линию госграницы, то по участкам осталось работы на месяц. Но, к сожалению, когда речь касается определенных участков, наши соседи предлагают решить этот вопрос с картой 1924 года, поэтому процесс останавливается. Но на самом деле предложение о решении проблемы на карте 1924 года не подходит ни с юридической, ни с моральной точки зрения, так как в 1924 году ни мы, ни они не были отдельными государствами, сказал Жапаров. По его словам, если обе страны согласятся рассмотреть вопрос по карте того года, то Кыргызстану придется снова пересматривать все пограничные участки. Жапаров отметил, что ранее обе стороны были согласны и дела пошли быстро, поэтому я предполагал, что можем решить к маю. К сожалению, мы еще не закончили, добавил он. Таджикистан на переговорах с Кыргызстаном опирается на документы 1924, 1927 и 1932 годов и считает их прошедшими все необходимые процедуры и официально подтверждающими госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Это документально о национально-территориальном размежевании Средней Азии в 1924-1927 годам и их окончательном утверждении. Но многие считают эти карты устаревшими. В переговорах по границе с Кыргызской республикой таджикская сторона опирается исключительно на документы, прошедшие все этапы межгосударственных процедур и признанные определяющими границу между двумя странами. Поэтому Таджикистан и апеллирует к документам большой давности. Вот так объясняет основание и необходимость этого в своей статье «Таджикско-кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор?» эксперт по международным вопросам Абдулло Рахнамо. Документ 1924, 1927, 1932 и 1936 годов являются единственным пакетом документов, в которых официально подтверждены государственные границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. Указанные документы являются единственными полностью прошедшими все установленные конституционные внутриреспубликанские и государственные процедуры по определению границ между республиками в составе СССР и прошедшими юридические формальности. В период Советского Союза и после обретения государственной независимости Таджикистаном и Кыргызстаном, то есть с 1932 года по настоящее время, ни один документ, определяющий государственную границу между этими двумя государствами, не принимался в установленном порядке на межгосударственном, республиканском и государственном уровне СССР. Документы 1924 и 1927 годов, являющиеся учредительными для среднеазиатских республик, будут проигнорированы. Положение границ теоретически возвратится к историческому состоянию до образования Советского Союза. То есть тогда речь может идти о границах Бухарского Эмирата и Царской России, а то и Хиринского и Каканского ханств. В таком случае обе стороны теряют субъектность в переговорах по границе, а ход процесса полностью изменится. Таким образом, документы 1924, 1927 и 1932 годов, на которых Таджикистан акцентирует внимание, являются единственными необходимыми и правомерными при определении государственной границы между двумя соседними государствами. Согласно официальным документам, определяющим границы, сегодня в распоряжении Кыргызской республики находится 211 тысяч гектаров земельных участков законной территории Республики Таджикистан. Такие данные прозвучали 23 сентября 2022 года в заявлении министра иностранных дел Республики Таджикистан на Генеральной ассамблее ООН. Однако в ходе переговоров кыргызская сторона постоянно меняет свою позицию не только по данному вопросу, но и по основополагающему документу. По словам Абдулло Рахнамо, в течение последнего десятилетия Государственные комиссии Кыргызстана полагаются на различные документы в зависимости от собственных интересов на том или ином спорном участке или в связи с личными пристрастиями постоянно меняющихся руководителей и членов комиссии. Такую непринципиальную позицию Кыргызской республики следует назвать игрой с документами,
документами. В качестве доказательства эксперт приводит следующие примеры. Согласно протоколу номер 10 совместной комиссии от 4 февраля 2011 года, кыргызская сторона отметила, что поскольку Кыргызская республика официально утвердила материалы двусторонней комиссии 1989 года, они считаются единственным документом и правовой основой разграничения государственной границы для Кыргызстана. Потом, в более поздних протоколах заседания правовых групп сторон от 19 ноября 2011 года отмечено, что кыргызская сторона предлагает в качестве правовой основы делимитации государственной границы учитывать материалы двусторонней комиссии 1958-1959 годов и использовать решения совместной комиссии 1989 года только в случае необходимости. Согласно протоколу номер 16 от 22 июля 2013 года, кыргызской стороной заявлено, что в качестве основных документов, определяющих пограничное разделение, она считает соглашение об учреждении Содружества независимых государств от 8 декабря 1991 года и так далее. Они постоянно меняют свою позицию. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, в ближайшее время они наконец-то договорятся? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!